1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов. Обсудим прямо сейчас в программе интервью, что будет с теми, кто не сделал оплату, а также как можно сделать оплату в дистанционном и какова дисциплина налогоплательщиков вместе с гостем программы. Сегодня вместе с нами Ильяс Нагимов, начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы России по Башкортостану. Ильяс Фанузович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, повлиял ли коронавирус на дисциплину налогоплательщиков? Надо сказать прямо, что несмотря на то, что сейчас мы переживаем отнюдь не лучшие времена, дисциплина налогоплательщиков улучшилась. В этом году, вот на текущий момент, суммарно более чем на 450 миллионов рублей налогоплательщики заплатили больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но это еще прежде всего не связано с тем, что увеличился объем начислений. Примерно объем начислений такой же, как и в прошлом году. С чем вы это связываете? Я думаю, все-таки из года в год ответственность наших налогоплательщиков растет. Они понимают, что долги надо платить. Они понимают, что неизбежно эти долги будут с них взысканы, в том случае, если они их вовремя не уплатят. Давайте напомним телезрителям, какие налоги нужно оплатить. Имущественные налоги, что сюда относится? Имущественные налоги – это те налоги, которые связаны с имуществом гражданина, жителя республики. Это прежде всего транспортный налог, основной налог, налог на имущество – это имущество дома, квартиры, и, соответственно, земельный налог. Необходимо учесть, что данные налоги, они идут и формируют у нас бюджет Республики Башкортостан и местный бюджет. В какое время и за какой период сейчас идет оплата налогов? Ранее нашим жителям были направлены налоговые уведомления на уплату налогов. Налоговые уведомления содержали подробную информацию о тех суммах, которые должны были быть уплачены. Налоговой службой был проведен соответствующий расчет и был указан срок для добровольной уплаты. Это уплата налога за 2019 год. Срок уплаты 1 декабря текущего года. Тем, кто не сделал до 1 декабря, объясните, пожалуйста, что будет с должниками? Скажем прямо. После наступления срока уплаты, те люди, которые вовремя не уплатили, переходят у нас в категорию должников. И, соответственно, те начисления становятся у нас задолженностью. Для того, чтобы взыскать задолженность, принимаются меры обеспечительного характера. То есть, в первую очередь, начинается начисление пени. То есть, те, кто уже не уплатил вовремя налог, уже начала процедура начисления пени. В дальнейшем налоговый орган будет заниматься их принудительным взысканием. То есть, налогоплательщика будет направлено требование на уплату налогов, в котором уже будет содержаться помимо суммы основного долга пени. В дальнейшем будет сформирован пакет документов и будет направлен мировому суде. У нас взыскание осуществляется в судебном порядке, и в данном случае добавится еще сумма государственной пошлины. Если в дальнейшем мы получим судебный приказ и начнем взыскивать непосредственно с физического лица, то к тем расходам, которые я говорил ранее, добавится еще и сумма исполнительского сбора 7%. Это если идет служба взыскания через службу судебных приставов, не менее 1000 рублей, а также расходы на самый простой для нас и доступный для плательщиков способ взыскания. Это мы эвакуируем транспортные средства и помещаем их на штрафную стоянку. Если оно в дальнейшем будет реализовано, смотрите, расходы на эвакуатор и на реализацию имущества. Самый простой способ сейчас, как узнать, сколько человек должен заплатить налог? Мы живем в век информационных технологий. Самый простой способ – это надо пользоваться информационными сервисами, которые у нас имеются. Это самое простое. Допустим, личный кабинет налогоплательщика физического лица. Можно его открыть в любой налоговой инспекции, скачать, грубо говоря, соответствующее приложение, себя идентифицировать и пользоваться в повседневной жизни без посещения налоговой службы. Есть также такой сервис, даже мобильное приложение «Налоги физлиц». Налог.ру. Да, и еще у нас есть общеиспользуемый, скажем так, мобильный портал, это госуслуги. Там тоже задолженность отражается, она, правда, отражается после того, как она возникнет. И, соответственно, с использованием данных информационных сервисов можно и оплатить онлайн-налоги. И есть иные способы. Можно в любой прийти МФЦ в Республике Башкортостан, получить квитанцию, соответственно, оплатить. И самый старый, простой способ – это прийти в налоговую инспекцию, где вам выдадут квитанцию.
Мы знаем, что среди имущественных налогов самая большая ставка это по транспортному налогу. В этом году какие особенности? Самые большие суммы на какой транспорт начислялся? Ну, у нас есть определенная категория налогоплательщиков, у которых имеются транспортные средства, скажем так, ну, государством относимые, так сказать, к предметам роскоши, то есть чья стоимость превышает 3 миллиона рублей. Таких транспортных средств более 2700 на территории Республики Башкортостан. Ну, самые большие начисления, это у нас есть владелец Bentley Continental, у него сумма налога достигала 288,9 тысяч рублей. Почему там идет прогрессивная ставка от 1 до 3 умножается на ту ставку, которая относится к его лошадиным силам. Там у него тоже лошадиных сил 642. Поэтому, так Он сказать, оплачивает? да, он своевременно оплатил данный налог. Очень ответственный гражданин. Ну да, он понимает свои преимущества. Это был самый мощный автомобиль и самая высокая ставка по налогам? Да, именно так. Угу. Имеется ли информация по налогоплательщикам, у которых имеется целый автопарк? Да, у нас есть налогоплательщики, которого порядка 65 транспортных средств, там более 300 тысяч рублей начисления. Общие, да. Он их оплачивает своевременно. О чем вам это говорит? Ну, я хочу сказать, что вот, видимо, это та категория людей, которые умеют считать деньги и прекрасно понимают то, что незаплаченные вовремя налоги, они приведут к гораздо большим затратам со временем, если они будут взысканы принудительно. Мы поговорили о максимальных оплатах. Что касается минимальных значений, какая картина здесь? Ну, минимальная ставка у нас есть владелец, у которого транспортное средство имеет 25 лошадиных сил, там ставка минимальная, порядка 600 рублей. Также у нас имеются определенные категории, которые не платят налог полностью, потому что они относятся к льготным категориям плательщиков. И по недвижимости, и домам. Расскажите, пожалуйста, тоже интересно, есть ли какая-то такая раскладка, как и по автомобилям? Ну, тут немножко другая, ставка тут формируется по-иному. Здесь есть, скажем так, стоимость, оценочная стоимость объектов, и также есть определенная льгота на определенную сумму, с которой не платится. То есть, если официально зарегистрировано имущество и имеется, скажем так, определенные критерии для уплаты, чем больше дом, чем просторнее, соответственно, больше и платят у нас налоги налогоплательщики, граждане. Когда наступает момент уплаты для тех собственников, которые приобрели дома в строящихся домах, квартиры в строящихся домах? Вообще, скажем так, момент приобретения квартиры, да, фактически у нас государство рассматривает это как момент регистрации права собственности. Вот то же самое у нас есть такая вещь, как получить имущественный вычет при приобретении имущества квартиры. Он приобретается с того момента, когда он пройдет фактически процедуру регистрации. То есть будет получено свидетельство о регистрации имущества. И, соответственно, если период в 2020 году, он может подать на следующий год соответствующую, скажем так, декларацию, где попросить налоговый вычет, который ему будет выплачен за предыдущий год. Также он может попросить, чтобы с него не удерживали подоходный налог с текущих начислений. И успеваем сделать итог нашего разговора. Все-таки те, кто не успел до 1 декабря заплатить налоги, ваши рекомендации, пожалуйста. Мои рекомендации простые. Бывают определенные обстоятельства, которые не позволили человеку вовремя уплатить налоги. Я настоятельно рекомендую до конца года решить все свои проблемы, постараться оплатить налоги и войти в Новый год без долгов. Это, наверное, правильное решение будет. Спасибо вам большое.
Я напомню, что гостем программы интервью в эфире главного телеканала Республики сегодня был Ильяс Нагимов, начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы России по Башкортостану. Мы говорили о том, что важно и нужно войти в новый 2021 год без долгов, и потому заплатить до конца этого года все имущественные налоги. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.